Я продолжаю писать карту дня на 25 июля. Мы с вами смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это знаки от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, у меня под этим видео есть ссылка на первую часть. Это, то есть прокручиваете вниз, находите, там написано ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите и смотрите. Или если не знаете, где, как искать, можете в комментарии оставлять запрос. Писать, что вам нужна там первая часть, и я вам буду ее в комментарии оставлять. Можно и так. Так, хорошо, я смотрю дальше. Весы. 25 июля. Понедельник. События для весов. Покажите мне, пожалуйста. События для весов. Смотрите, первый раз выпадает тайная встреча в этот день, может быть. Ага, и скользкое дело. Следом идет сразу рыба. Рыба — это заманчивое какое-то предложение, да, от которого лучше отказаться, потому что это обман. Возможно, это вот как раз, да, если вам советуют в тайне где-то встретиться, что-то решить, то лучше, наверное, не надо, потому что рыба говорит, это обман какой-то. В тайне лучше ничего не делать. Прибыль, сундук, финансовые поступления. Подарок. Решится какой-то вопрос, какое-то дело. Может быть, благодаря, да, вот подарочку, презенту вопрос решится. Ну и, конечно же, весы. Ваши любимые колебания. Или, делать, не делать, идти, не идти. Проверяем строго по горизонтали. Кто со мной проверяет, чтобы вы понимали. Да, то есть вот эти крайние карты я сравниваю, есть ли совпадение. И потом строго по вертикали также проверяю крайние карты, есть ли совпадение. По картинкам. Горизонтали нет. Казенный дом есть, да, но нельзя соединить, потому что две карты уже зафиксированы, я не могу. Нет у вас тут ни по вертикали, ни по горизонтали совпадений. Получается, первое событие — тайная встреча, второе событие — какое-то скользкое предложение, дальше прибыль, решение вопросов, получение подарка и колебания, сомнения в конце дня еще какие-то будут. Вот такой у вас день. С утра вам надо быть осторожными. Могут у вас тут как рыбку, да, поймать на... Кто-то на свою удочку поймает вас. Так что будьте осторожны в понедельник. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Скорпионы. 25 июля. Понедельник. События дня. Смотрим, скорпиончики, что у вас. Встреча показывает, может быть.
успех, успешная встреча, да, то есть какая-то результативная, которая принесет победу. Время. Будильник всегда подсказывает, что могут быть какие-то проблемы со временем в этот день. Будете торопиться, спешить, либо наоборот долго ждать. Да, видите, неприятность говорит. Неприятность связана со временем. Не хватает времени, может быть, да, то есть нужно что-то доделать, мне не хватает времени. Прибыль. Ага, еще и дорога. Дорога, неприятность, время. Возможно, вам нужно куда-то приехать, да, к определенному времени. И карта говорит, произойдет какая-то неприятность в дороге, да, то есть попали в пробку, перекрыли дорогу, да, ремонтируют, допустим, не знаю, что-то с транспортом, в котором вы ехали, да, то есть и вот из-за этих неприятностей будет проблема. Поэтому лучше выезжать пораньше. Или у вас, например, билет на определенное время, да, то есть дорога иногда показывает и поездку там на самолете, на автобусе, на поезде. Череп. Болезненное самочувствие, да, то есть когда мы себя плохо чувствуем. Или посещение еще медучреждения может быть. События в месяце нельзя. Так, и проверяем с вами строго по горизонтали и строго по вертикали вот эти крайние карты. Есть ли совпадение по картинкам? Горизонтали нет совпадений. Вертикали. События в доме, домик, но его нельзя соединить, потому что карты уже зафиксированы. Но здесь нет, я не вижу совпадений больше. Значит, получается, в этот день может быть встреча. Вам будет сопутствовать успех. Вот смотрите, да, вот, скажем так, в этой кучке, да, где выпала неприятность, дорога и часы, также еще и успех, в принципе, тоже мы сюда, да, можем притянуть. Поэтому вполне, я думаю, что себе может все разрешиться успешно для вас. То есть могут быть какие-то сложности, но все равно вы успеете благодаря успеху. Дальше прибыль. Ну, тут я вам уже говорила. Поездка, какая-то неприятность и проблема со временем. И еще плохое самочувствие. Может быть, просто в конце дня карта показывает усталость. Да, из-за вот этой всей беготни, дороги, суеты. Да, вот ощущение, да, что будете хуже себя чувствовать. Усталость. Ну, либо вы вечером посещаете медучреждение какое-то. Занимаетесь своим здоровьем, своей внешностью. Может еще так тоже быть. Вот такой день, скорпиончики, в понедельник. Благодарю за внимание. Переходим дальше к стрельцам. Стрельцы. — 25 июля. Понедельник. События для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Конфликт у вас может быть с утра. Первое событие показывает 2 меча, схлестнулись. Друг, общение с другом. Смотрите, рядышком, видите, выпадают общение с другом и конфликт. То есть они могут проиграться. То есть конфликт будет именно с другом, подружкой.
Это как вариант, это не обязательно. Просто чтобы вы имели в виду, я говорю. Ключик. Ключик показывает всегда, что все в ваших руках в этот день. Да? То есть у вас может все очень легко удаваться, получаться. Выбор, колебания. Или-или. Подарок. Может быть, какой подарок, да, то есть что купить, это или это на подарок. И проверяем с вами, смотрите, горизонтали и вертикали. То есть я проверяю вот эти крайние карты. Если среди них, да, вот совпадение по картинкам есть, смотрите, есть цветочек, который показывает на исполнение желания. То есть в этот день исполнится ваше желание. Причем, скорее всего, в конце дня, последнее событие. Так, и у нас лебедя нельзя соединить. Значит, что получается у вас? С утра какой-то конфликт, поэтому вот постарайтесь избежать, да, чтобы себе не испортить настроение на день. Общение с другом, подружкой, все в ваших руках, у вас все будет получаться, удаваться, да, то есть ключ у вас, понимаете, да, то есть ключом мы открываем все двери перед собой и убираем все преграды. Выбор, подарок и исполнение желания. Вот такой замечательный день, да, вот кроме первого события. Так что я вам желаю избежать, да, вот этого вот конфликта с утра. Благодарю вас за внимание, стрельцы. Перехожу я дальше к козерожкам. Смотрим козероги. Двадцать 25 июля. События дня для козерогов. Покажите мне, пожалуйста. Смотрим. У вас выпадает корона, да, то есть это общение с представителем закона, власти, да, с каким-то очень серьезным человеком в понедельник с утра. И тут же выпадает письмо, получение новости, документа. То есть, возможно, этот человек, да, то есть что-то вам даст. Вы что-то у него получите. Слезы. Лебедь нельзя. Змея. Ну, кстати, слезы могут быть связаны со змеей, да, то есть вы встречаете человека с таким острым языком, да, который может где-то ужалить, задеть как-то вот, знает ваши точки, да, на которые вы реагируете. Возможно, вот доводит, ну, может быть, прям не до слез, да, но как-то неприятно сделать может. Может быть, позавидует, да, вот этим успехом, да, что у вас тут все получилось, поэтому так себя поведет. Также есть еще скользкое дело. Будьте осторожны.
Проверяем, смотрите, проверяю я строго горизонтали, да, вот эти крайние карты, и строго по вертикали крайние карты. Есть ли совпадение по картинкам? Горизонтали нет совпадений, вертикали теперь смотрю. Нет, 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 нет. Я не увидела. Совпадение, получается, у вас 5 событий выпадает на понедельник. Первое – общение с представителем закона власти. Второе – какое-то получение в этот день. Встреча с человеком, да, у которого злой длинный язык. Слезы и скользкое дело. Тут, кстати, слезы могут быть связаны со скользким делом, с обманом. Да, то есть скользкое дело выпадает, когда нас ждет какой-то обман, допустим. Нас обманули, да, то есть мы потом узнали и расстроились. Поэтому вот тут вот нужно вам постараться избежать. Скользкое дело – это всегда какое-то заманчивое такое очень предложение, знаете, когда купи одно, да, второе получишь в подарок и так далее. Но в итоге, да, то есть вы остаетесь в проигрыше, да, хотя вот казалось бы это очень таким заманчивым. Так что не попадитесь на чью-то удочку в понедельник. Благодарю за внимание, козерожки, и перехожу к водолеям. Так, водолей, смотрим. 25 июля. июля, понедельник, события для водолеев. Покажите мне. Ножницы. Может решиться какое-то дело у вас в понедельник утром. Так что хорошо, если вы там что-то запланировали, точно события, когда точно все получится. Также, смотрите, есть еще приятная встреча, свидание. Розочка. Ну, что-то как-то события не сильно хотят выпадать. Так, и проверяем с вами крайние карты, вот эти. Проверяя их строго по горизонтали или строго по вертикали. Смотрим, есть ли совпадение, да, вот по этим картам. Нет, нет, здесь нет, нет, нет. Всего лишь 2 события у вас выпадают. Ну, так бывает, иногда вообще бывает, не выпадают события. 2 события, зато хорошие. Смотрите, первое показывает, что у вас точно решаются все вопросы, дела, да, и вечером еще может быть какое-то приятное свидание или встреча, да, вот, которая вас порадует. Так что, да, вот хорошо, 2, зато позитивные и положительные. Благодарю за внимание, водолеи. Перехожу дальше к рыбкам. Так, рыбки. 25 июля. События для рыбок. Покажите мне понедельник. События для рыбок.
Ой, у вас первое событие, выпадает слезы. Сейчас посмотрим, что это за слезы. Ожидание. Слезы из-за какого-то ожидания, может быть. Розу нельзя. Приглашение. Ожидание приглашения. Хорошие новости. Или смотрите, может быть, да, вот вы ожидали и получаете приглашение, вот хорошая новость, приглашение только позже, да, то есть вы ждали с утра, а получите, например, днем. И, может быть, это вас расстроит с утра. Ну, это мои предположения, да, скажем так. Гости, да, то есть вы, скорее всего, пойдете в гости. Верность показывает гармоничные отношения в паре. Возможно, вы вместе будете встречать гостей, идти в гости. Разлука. Ну, понятно, да, то есть посидели, а разлука, разошлись. Интимная связь еще есть, кровать. Проверяю, видите, как строго по горизонтали вот эти крайние детали и строго по вертикали вот эти крайние соединяю картинки, смотрю, есть или нет. Это кто со мной смотрит, да, если вам интересно, как я это делаю. Угу. Ну, больше я не вижу у вас совпадений. Смотрите, значит, что у вас получается? У вас единственный минус в этот день, да, это слезы. Причем с утра. И вроде как повода я не вижу. Не знаю, то есть, может быть, это будут слезы радости. Какие-то слезы, в общем, с утра. Слезы. Затем показывает, вы чего-то ждете. Получаете приглашение. Получаете хорошие новости. Общаетесь с гостями. Все хорошо в личной жизни. Да, вот интимная связь это подтверждает. И вечером может быть разлука. Может быть, слезы проиграются в этой разлуке как вариант. Да, то есть не захочется расставаться, да, с такой хорошей компанией. Ну, вот как-то так, рыбки. То есть у вас тут единственный минус, это вот эти слезы. Мне непонятные. Может быть, они будут беспричинные у вас, да, с утра, скажем так. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.